как помочь нуждающимся, где найти линию жизни и почему Спас называется яблочным. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». На улицах города можно столкнуться с людьми, потерявшими человеческий облик, грязными, обросшими бездомными существами. Бродяги ведь тоже не мечтали так жить, но по разным причинам им это делать приходится. Зачастую бомжами становятся люди, вернувшиеся из мест заключения, обманутые квартирными аферистами или сломленные под тяжестью судьбы. И уж точно мало кто из нас задумывается над тем, чтобы кому-то из них протянуть руку помощи. А ведь и в наше сложное время встречаются люди, которые помогают бездомным вернуться к обыденной жизни. И эти люди – волонтеры благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни». Сегодня у нас вермишелевый суп. Мы кормим всегда, разные у нас блюда бывают. По средам мы приезжаем, мы нуждающих кормим. Я сама такая бывшая. Я просто прочитала объявление «Адаптация». Помощь людям и обратилась. А в трудной ситуации то, что с домом проблема вот там. Поэтому я попросила помощи. И я благодарна. Ну, все хорошо. Каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем доме, уберечь себя и своих близких от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Но мы живем в обществе, и нам приходится покидать свои жилища и погружаться в мир суеты и бесконечных проблем, одна из которых – бездомные люди. Два раза в неделю, каждую среду, вот пересечение улицы Ибрагимова Карла Маркса, в 12 часов дня мы помогаем здесь людям, раздаем бесплатный горячий обед. Также каждую пятницу в Черниковке торговый комплекс «Меркурий» в час дня. То есть любой желающий, любой человек, который нуждается, может обратиться в наш офис, который находится на 8 марта 30, либо в наш дом Геологов 14. Но я волонтер, то есть я чем-то занимаюсь еще и также вот параллельно помогаю людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Потому что я сам прошел через это, мне помогли. Я решил также нести добро другим людям, которые в этом нуждаются. Помогает линии жизни. Без них я давно умерла бы. Линии жизни помогает. И кормят, и одевают, все дают. Они хорошие люди. Я их уважаю и люблю. Спасибо большое. Подойти, когда вам удобно, с 9 до 6 мы работаем. Да, конечно. На сколько вас записать к психологу? На 11. В 11 часов, улица 8 марта, дом 30. Психолог будет ждать вас, и мы поможем вам в этой проблеме, наверное, в этой ситуации. Хорошо? Угу. До свидания. Первым делом мы, конечно же, встречаем человека, который пришел. Но я пытаюсь спросить у человека, какая у него проблема. Нужна ли здесь консультация психолога. Иногда приходят родители, у которых дети либо пьют, либо там наркоманят. Вот. Тогда им, конечно же, нужна консультация психолога. Также приходят люди, которые только что попали в сложную жизненную ситуацию. Вот идет человек, попал на улицу, идет мимо, увидел там наш стенд, зашел, пообщались и сразу уже едет в социальную гостиницу. Дежурю в офисе. У нас есть также вот дежурный волонтер. Вот сегодня я дежурный волонтер. Вот задача моя, значит, сидеть, ВКонтакте вести информационную деятельность, в Одноклассниках. Вообще стараемся помочь каждому, кто к нам обратился. Принимаем звонки. Вообще, сама сначала, так сказать,
попала в такую нехорошую жизненную ситуацию и обратилась в организацию, познакомилась, пробыв там определенное время, но организация мне помогла. Вообще, наверное, вот этот вот первый месяц, он был такой самый сложный. И вот линия жизни мне помогла вот на тот период. А потом познакомились с мужем, мы уже начали как бы сами помогать людям, которые в этом нуждаются. Уже 3 года стараемся помочь. Ездим на кормежки у нас, которые проходят. Люди как бы уже знают, подходят. Даже бабушки, которым, может, что-то пенсии там не хватает. Вот. Также раздается же одежда. Стараемся помочь, чем мы можем. Заглянув в словарь, мы узнаем, что милосердие – это сочувствие к окружающим людям, бескорыстная помощь. У христиан обязательным для каждого милосердного человека является накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, накормить и принять путешественника, а немощного и заключенного посетить. Милосердие основывается на таких качествах, как внимательность, заботливость и доброжелательность. Проявляя милосердие, мы оказываем помощь самим себе, становясь чище и добрее. Люди здесь живут своеобразные, разные, попавшие в различные жизненные трудные ситуации. Как бы те, кто без дома остался, те, кто освободились, кого просто обманули на работе, люди, которые употребляют наркотики, алкоголь. Все непотребие, через которое мог человек пройти в свое время, все люди здесь есть, по большому счету. И здесь они находят свой быт, свой уют, свой дом. Здесь, оказывается, любая забота, протягивается любая рука помощи для того, чтобы человека вытащить с того негатива, в который он прозябал, пробывал, то есть попробовать показать ему другой светлый, чистый, хороший путь. То есть вытаскиваем, пробуем людей. Кто нуждается в документах, пожалуйста. Главное, чтобы человек сам был заинтересован. Потому что очень много ведь людей, у которых первоначальный позыв есть, а потом он исчезает. Мы своим примером показываем, что в принципе нужно просто немножко потерпеть, а дальше все будет хорошо. При поступлении в гостиницу вновь прибывшие в первую очередь получают всю необходимую материальную поддержку. Здесь обеспечивают людей одеждой, жильем и питанием. Важным моментом на первом этапе является медицинская и санитарная помощь. Помимо этого оказывается психологическая поддержка, что является особенно важным для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы, бывшие жители города Уфы, временно уезжали в 2000 году в город Минск жить, потому что мой муж там родился и вырос. Дети взрослые остались жить там, мы решили вернуться сюда. В силу некоторых обстоятельств, которые у нас случились, мы решили вернуться. Нам как-то жизнь в России нам нравится больше, чем в Беларуси, вот так скажем. И попали в такую не очень хорошую ситуацию. Работа была, а с жильем пока временные трудности. И знаете, решили обратиться. Я чисто случайно увидела объявление рекламное. И там телефон организации «Линия жизни». Мы позвонили. К нам приехали 2 руководителей центра. Рассказали свою ситуацию. Вы знаете, во всяком случае, пока мы не решим вопросы свои жилищные, нас здесь приютили, обогрели, и, вы знаете, очень хорошо приняли. Мы очень, честно говоря, очень довольны и рады, что мы попали и связались с этими ребятами. Люди очень добрые, хорошие. Нам здесь, знаете, во всяком случае, нам здесь очень нравится и уютно, так скажем. Хотя мы люди достаточно взрослые. А здесь, в общем-то, в основном моложе нас даже, скажем, на 20 лет моложе. Но все равно это коллектив очень хороший. Такие добрые, хорошие люди, просто очень приветливые. Очень хорошие. Я взрослый человек, мне уже тяжело как-то, знаете, с кем-то ужиться. Но здесь очень вообще обстановка очень замечательная. Вообще, вы знаете, на время пребывания наше здесь, знаете, столько молодых и, в общем, разных людей.
ну, как сказать, поступают сюда, что ли. В общем, людей находят, так настолько им помогают, и одевают, и моют, и, в общем, вы знаете, люди преображаются очень сильно. Обязательно нужны такие организации, обязательно. И самое доброе отношение. Самое доброе. Пожалуйста, все шансы для того, чтобы исправить какие-то там свои недостатки, там, у кого что. Помогают, очень сильно помогают, и, я говорю, просто необходимы такие организации. Организация оказывает содействие в решении юридических вопросов. Зачастую человеку необходимы консультации и помощь в восстановлении документов, вопросов с регистрацией, а также с устройством на работу. Я на энтузиастов работал. Работал там 2,5 месяца. Мне ничего не заплатили. Мне ничего не заплатили. Просто давали авансы, вот так вот, просто давали авансы. А потом мы просто пришли с Серегой подвыпившие, и все, нас по 10 тысяч оштрафовали и говорят, у вас больше денег нету. Куда хотите, туда идите. И все, я уже вот вторую неделю просто хожу и не знаю, куда обратиться просто. Сейчас вот парни просто на остановке просто сидели здесь, на Пугачева. Они говорят, сейчас мы тебя доведем. Вот парень меня сюда довел. Говорит, здесь все нормально, говорит, живут, работают ребята, денежку получают даже, говорит. Все, говорит, отмоешься, очистишься, просто отмоешься, очистишься, себя в порядок приведешь. Вот я приехал сюда подзаработать и вот так вот подзаработал. Вторую неделю просто хожу, не знаю, куда податься. Просто помощи хочу. Я пришел сюда без вещей, без всего вообще, просто помощи. Обратиться за помощью. Саня. Ты откуда, Саша? С Оренбургской области. А здесь в Уфе откуда? Работал здесь. Вообще планы-то какие в жизни? Ну вот ты восстановишься через месяц, а потом что делать ты будешь? Не знаю, хочу семью создать. В себя приди, поможем тебе работу найти. Документы есть? Документы восстановим в первую очередь, как бы. Устроишься на работу, себя найди в жизни просто и все. Если ты вот говоришь, что семью хочешь создать, это надо сделать. Потому что если ты этого не сделаешь, сам понимаешь, рано или поздно... Я опять упаду. Момент придет такой, к которому ты будешь не готов. Силы воли нет. Там у тебя с алкоголем проблемы, у меня с наркотиками когда-то были. Я вот знаю, что мне нельзя домой возвращаться, потому что там подобные друзья, такой же образ жизни, который я раньше вел, вот они до сих пор его ведут. Я ездил недавно домой, они даже в одежде в той же самой ходят. Так уж 4 года прошло. Надо понять твою проблему. Не просто так, чтобы там, знаешь, пришел, месяц прошел, вроде себя пришел, на работу устроился, туда-сюда. Ну, знаешь, как сказка без отвязка. В итоге что-то в жизни произойдет, случится, и опять в стакан, понимаешь? Я как бы сам здесь жизнь заново начал, как бы забыл про старое. Курс адаптации пройдешь 2 недели, как обычно, в себя придешь, а там уже сам определишься. Все по своему только желанию. Как бы тебя никто ни в чем не принуждает, жизнь твоя. Ты сам определяйся в жизни, как тебе надо. Как бы первую руку помощи мы тебе дадим, а там уже сам определишься. Хорошо? Да. Иди, проходи. Так, помоешься. Здесь живут люди, которые только что встали на правильный путь, и те, которые стали волонтерами, прожив в этом доме несколько лет. Они помогают вновь прибывшим словом и делом. Лет 15, наверное, назад была очень трудная жизненная ситуация, будем так говорить. Чересчур трудная, где, если честно говоря, выбор был между жизнью и смертью. Получилось так, что попал в одну из организаций. Это не было в то время линии жизни. Пробыл там какое-то время. Потом, после того, как линия жизни начала свое месторождение уже здесь, в Уфе, начала работать, я пришел сюда и продолжаю здесь работать, служить и помогать дальше людям. В этом доме также живут семейные пары, которые нашли друг друга именно здесь, пройдя вместе трудные минуты в своей жизни. Живу сам в Башкирии, работал по вахте.
на севере. Ехал домой. Выпил в поезде. Дальше остался без документов, ничего. Домой стыдно ехать. Из заработков приехал как-то вот. Увидел визитку. Вообще обратился вот как-то так. Что все сейчас у меня как бы все наладилось в жизни. Женился, приобрел семью, и вот как-то так уж. Своим примером как бы показываю, что можно все это вернуть, как бы и с семьей наладить отношения, если у кого-то там ссоры или что. Так. Если вы, ваши друзья или близкие попали в беду, оказались без жилья, пострадали от действий деструктивных сект, находитесь в алкогольной, наркотической или токсической зависимости, освободились из мест лишения свободы, не отчаивайтесь. Благотворительная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни» предлагает вам свою руку помощи. Межрегиональная благотворительная организация содействия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Линия жизни», начала свое рождение в городе Новосибирске с 2011 года с благословления митрополита Новосибирского и Берского Тихона. И со временем стал разрастаться по всей России матушки. В 2012 году пришло в Башкирию. Приехали первые волонтеры сюда и начали, соответственно, свою работу. Ну вот сейчас уже практически 7 лет мы здесь плодотворно работаем, существуем, помогаем и собираемся дальше развиваться. Сами работаем, сами зарабатываем. То есть мы не бездельники и не тунеядцы. Вот. Люди помогают нам, родственники вот тех людей, которые к нам приходят, по итогу находятся, обращаются, созваниваются. То есть продукты привозят, одежду. Государственные структуры иногда помогают нам. Спасский храм очень хорошо нам помогает. И одеждой, и продуктами. У нас ребята ходят на службу в Спасский храм. Помогаем восстанавливать храм в Чесноковке. У нас ребята-волонтеры ездят, помогают в строительствах, в благоустройствах, в уборках, в мероприятиях во всевозможных присутствуем. Это однозначно неотъемлемая часть нашего, грубо говоря, служения. То, чему мы себя посвятили. Все-таки организация работает по принципам христианской морали, а стержень быть должен один. Это наш корень, это наша основа, это тот камень, на чем стоит все нормальное жизненное хозяйство, будем так говорить. Попадая в здоровую среду, меняя круг общения и ритм жизни, соблюдая правила и нормы поведения, принятые в социальной гостинице, люди преображаются сами и благотворно влияют на окружающих своим примером. Являясь благотворительной организацией, мы не только принимаем помощь. Буквально на днях женщина принесла сумку с вещами, и у нас есть список, мы сотрудничаем с организациями, и у нас есть список семей, которым нужна та или иная помощь. С ними вышли на связь и передали сумку с вещами. Мы сами очень рады тоже помогать людям. Мы помогли одной семье погорельцам. Буквально очень быстро, в течение 2-3 часов собрали всю необходимую одежду, плюс к этому продукты питания, те, которые не портятся. Дело в том, что у этих людей сгорел полностью дом, и они просто остались на улице. Также у нас в планах есть такие вот, хотим мероприятия делать, как помощь малообеспеченным и многодетным семьям тем, что их детей из этих семей в кинотеатр, театр водить. Это наши волонтеры с радостью могут заниматься этой деятельностью. К нам также обращаются храмы, так как мы сотрудничаем с РПЦ, с Уфимской епархией. И нам обращается Спасский храм чем-то помочь. Субботники. Недавно наши волонтеры ходили помогать в региональной благотворительной общественной организации «Будь всегда рядом». На данный момент мы какой-то договор, соглашение о сотрудничестве будем подписывать и дальше работать уже.
Творить добрые дела невероятно просто. Добро не измеряется деньгами, порой не требует много времени и сил. Главное – начать. И можно начать с малого – принести одежду или бытовые принадлежности людям, которые остро нуждаются в этом. А лучше занести в офис благотворительной организации «Линия жизни» на улице 8 марта, 30. И ребята сами раздадут вещи тем, которые очень ждут помощи. Представляете, вот тут я тоже как бы задумалась. Нет у человека, ничего, да, некуда идти, негде ночевать. Но наша вот организация, она же находится полностью на самообеспечении. То есть это помогают меценаты, да, вот люди, которым просто не безразлично. Но и стараемся помочь любому. Там примеров, наверное, множество. Да я сама пример, наверное. Вот. Мне просто некуда уже было вот обратиться. Я обратилась в эту организацию. Я даже не знала, что такие есть организации. Наверное, люди, да, вот просто вообще не знают, что такие организации есть. Я бы, например, хотела, чтобы как можно больше людей узнало об организации «Линия жизни», да. Просто, наверное, помогали. Просто не проходили бы, да, мимо тех людей, которые просят о помощи. Вот раньше тоже бы, наверное, прошла, да, мимо. Там, он типа, А сейчас я никогда не пройду мимо, я как бы спрошу, в чем он нуждается, чем ему помочь. И, наверное, задача каждого человека – помогать другим. Люди, которые нуждаются в поддержке и понимании, есть везде. Нужно только оглянуться вокруг. Было бы здорово, если бы каждый человек поделился бы с ними своим теплом и общением, без жалости и страха. Ведь каждому человеку необходимо чувствовать себя нужным и желанным. 19 августа Православная Церковь отмечает Преображение Господне. Этот праздник вспоминает о событиях, которые произошли за 40 дней до крестных страданий Спасителя. И Христос, помня о том, что скоро Ему надлежит пострадать за весь род человеческий, призывает 3 ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, и поднимается на Елеонскую гору, где пребывает в молитве, и происходит необычайное событие. Лик Христа и Его одежда преображаются. Они начинают сиять неземным светом. Яркий свет исходит от Спасителя, и ученики в страхе падают вниз своими лицами, боясь даже посмотреть на своего божественного учителя. Господь показывает своим ученикам, прежде взятия Его на распятие и на смерть, что Он совершает все это добровольно, что Он подлинный Бог, для того, чтобы утвердить их веру, потому что грядущие события могли поколебать веру многих людей. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. В этот день верующие несут в церковь для освящения первые собранные яблоки, виноград и другие плоды. Во всех храмах 19 августа проходят праздничные богослужения. В этот день священнослужители одеты в белые одеяния.